В Абхазии за период Отечественной войны 1992-1993 годов пропали без вести до 200 человек. Долгие послевоенные годы семьи пропавших почти ничего не знали об их судьбе. В 2010 году Госкомиссия по пропавшим без вести во время Отечественной войны народа Абхазии возобновила свою работу, и уже в декабре 2013 года были названы имена первых 7 опознанных бойцов. Работы по опознанию останков тел проводились в соответствии с договоренностями руководства Абхазии с Международным комитетом Красного Креста в лаборатории города Загреб. Поиск и идентификация пропавших без вести продолжается, но пока остается нерешенной проблема уточнения мест захоронений абхазских ополченцев. Основная сложность в нашей работе заключается в том, чтобы найти достоверную информацию о захоронениях. И путем переговоров в формате координационного механизма мы изыскиваем все возможности для подтвержденных мест захоронений, впоследствии на которых проводятся эксгумационные работы. На данный момент все работы, запланированные на этот год, завершены по эксгумации в Абхазии. Идентификация сама происходит примерно в течение полугода. И когда мы получаем уже результаты ДНК-сопоставлений. Сегодня поиск пропавших без вести – одна из основных целей миссии МККК в Абхазии. Эта работа будет продолжаться по мере необходимости. В 2013 году мы начали эксгумации, и вот на данный момент уже 39 людей были опознаны, и останки переданы семьям. Работа продолжается. Мы очень тесно сотрудничаем с разными организациями, институциями тут в Абхазии, например, Абхазская комиссия по пропавшим без вести, Бюро по судебно-медицинской экспертизе и самое главное – это организации Матери Абхазии. Наша основная цель – помочь найти ответ, что случилось с близким человеком, который пропал без вести. Во всем мире по разным причинам пропадают люди. Однако родные имеют право знать о судьбе пропавших. Никто и никогда не отнимет у них надежду на то, что их родственники могут вернуться живыми и здоровыми. Много лет проходит, прежде чем семья сможет смириться с утратой, даже похоронив родного человека.